Эшимбека Толбаева в Южно-Сахалинске знает каждый кыргыз. Он председатель местной диаспоры. Общественная организация была учреждена в 2008 году. Тогда же единогласным решением назначили Эшимбека председателем. Так, из простого гастарбайтера он стал самым главным мигрантом. Вряд ли он мог представить себе, что ноша эта станет тяжелой. На нем огромная ответственность. Проблем у наших соотечественников предостаточно. А как же без этого? С распростертыми объятиями здесь никто никого не ждет. Трудности когда-то были и у самого Эшимбека. Я приехал сюда, я работал бригадиром. Снег убирали мы здесь в американском городке. Был бригадиром, стал потом старшим мастером. Вставали в 4 часа ночи, приезжали, убирали американский городок, работали по 16 часов в день. Действительно, вот тогда мы плакали. Но слезами горю не поможешь. Нужно было с достоинством вынести все тяготы. И это у Эшимбека получилось. 11 лет жизни на чужбине в сложных климатических условиях лишь закалили выходца из южного региона Кыргызстана. На родине старается бывать чаще. Раз в 2 года, если повезет, раз в год устраивает праздник для родителей. Их сын не забывает. Ежемесячно, как положено, отправляет деньги. Минимум по $500. Уж сейчас-то он себе может такую роскошь позволить. Он сумел открыть свое дело. Создал строительную фирму, открыл кафе. К мелкому и среднему бизнесу в России относятся лояльно. С миллионными проверками, как в Кыргызстане, к предпринимателям здесь не ходят. Если по законодательству зашел, сделал документально, тебя никто не трогает, то ИП, плати налоги, и тебя никто не трогает. Вот что хорошо в России. Никто не приходит, ни полиция, ни УВД, никто не приходит. Самое главное, что это в законном порядке все это делал. Делал документы, налоги платил. Один из центральных рынков города Хабаровск. Здесь можно услышать кыргызскую речь. Большинство наших трудовых мигрантов заняты торговлей овощей, фруктов и одежды с лейблом «Сделано в Кыргызстане». Проблем никаких не бывает. Вроде нет, слава богу, недавно. Эмиль тоже из Кыргызстана. Правда, был на родине в последний раз 8 лет назад. Приехал в Хабаровск на год и остался. У него теперь общественная работа. Он помогает соотечественникам трудоустроиться. У него собственная фирма. Бывали люди, транзитом проезжали, оставались, да, у нас на вокзале, да, помогали билетами и так далее, да, и по разрешению. В то время разрешение стоило 8-9 тысяч рублей, а мы как вместе с атташе организовали, как с администрацией получили разрешение, не продавали, а за налог платили 3-3,5 тысячи. Бывали дни, вообще бесплатно делали разрешение на работу. Кроме сферы торговли, кыргызы задействованы в строительстве. Эту высотку возводят наши соотечественники. Тяжелый труд не всегда оценивается по достоинству. Тогда обиженные работники идут к Эмилю. Тот почти всегда решает вопросы с недобросовестными работодателями. Плюс ко всему он является помощником почетного консула в Хабаровске. О трудностях трудовых мигрантов знает не понаслышке. Года 2-3 назад то же самое. Планировали, да, в Киргизию поехать, что-нибудь открыть, там, начать. Конечно, здесь тоже в чужой земле тоже все равно тяжело. Все равно не местные, не родные, все равно тяжело. Да, тоже планировали, но как бы через знакомых, сколько видим, да, сколько годами здесь работают в России, да, капитал собирает, переезжает в Киргизию, год поработал и банкротом обратно переезжает, работает на стройке. Есть такие тоже. Хотя они здесь 5 лет, 6 лет собрали капитал, приехали в Киргизию, у них что-то не получилось из-за вот этих как вы говорите, шапки, вот это все, да. Приехали обратно, работают на стройке. Сейчас определю охрану гонча, я помню. Охрана? Старшая охрана, короче. Да, сколько никого запрягает. Старшая охрана, там другого, Кого там старшая охрана? Самый главный и ответственный за завтрашнее мероприятие – сам Эшимбек. Даже находясь вдали от родины, кыргызстанцы не забывают отмечать национальные праздники. 2 раза в год на Норуз и День независимости они проводят спортивные соревнования, в основном по национальным видам спорта.
И вот рука сильнейшего борца поднимается высоко. Это значит, он стал победителем в этой борьбе на поясах. Трибуны центрального стадиона города Южно-Сахалинск заполнены. И трудовому мигранту хочется отвлечься от будничной суеты, хоть на пару часиков. Такие мероприятия особенно привлекают молодежь. Мы работаем с Билайном и работаем с МТС. Мы всегда отправляем МТС СМС-соглашения, которые они получают. Они приходят все. Большинство радуются, что мы не забываем свои обычаи, свои праздники. Ты готова? Да. За кулисами чувствуется легкое волнение. Зрительный зал почти полон. С минуты на минуту начнется концерт. Будут звучать песни и шутки на кыргызском. Артисты – самородки. Так трудовые мигранты стараются устраивать себе праздники. Хоть и не часто, но по большим праздникам точно. Эмиль ответственный за проведение мероприятия. К организации подобных культурно-массовых действий старается привлечь и молодежь, чтобы и они были заняты чем-то полезным. Самое главное, не пили бы. Вот. Мне вот это больше настораживает. Да. Самое главное, чтобы не пили. То есть все вот это все происходит из-за спиртного. Да. Выпивает и делает, сколько по телевизору даже показывают. Бывает изнасилование, там, воруют или чего-нибудь там. Самое главное, не пили бы. Жизнь в чужой стране как испытание. Кто-то не выдерживает нагрузки и срывается. Но чаще трудности закаляют. Чтобы добиться успеха, нужно неустанно трудиться. Эту истину повторяет каждый из наших героев. У них не все сразу сложилось. Никто миллионы под ноги не кинул. Все досталось и достается тяжелым трудом. Первая зарплата у меня была 3,5 тысячи рубля. Это в неделю. Были такие трудности. Сам получал около 15 тысяч. И за квартиру платили где-то 9 тысяч. Были и такие трудности. Я сюда, когда приехал, меня встретил младший брат, я жил у него. Я жил у него где-то месяца 3. Потом я жил в общежитии, в пригородном есть такой завод, жиженный газ. Там работали, там жили. А потом оттуда в городе мы переехали сюда, сняли квартиру. Мы снимаем квартиру, комнату за 15 тысяч, 2 человека жили. А сейчас снимаем за 27 тысяч, двухкомнатную квартиру, почти 30 тысяч долларов. Но за это мы работаем днем и ночью. Как-никак, все равно Родина, оказывается, Родина. Ты как-никак, все равно считается здесь. Не считай своим родным. Они прошли этот тернистый путь в чужой стране, среди чужих людей. Дорога к успеху была нелегкой. Пусть они в разных городах, но задачи у них одни. Помогать своему ближнему, земляку, такому же мигранту, который когда-то покинул свою родину в поисках лучшей жизни. Каждый из них мечтает вернуться туда, где родился и вырос. И каждый хочет встать на ноги и поднять страну, имя которой Кыргызстан.